эфире Канашского телевидения информационный выпуск «Вести недели», в студии Евгения Карчева. Здравствуйте. В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в республике проводятся рейды по соблюдению мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. Специальная мобильная группа администрации города Канаша проверила, придерживаются ли горожане антиковидных ограничений. Подробнее в нашем репортаже. Группы контроля посетили как общественный транспорт, так и объекты торговли. Статистика в республике неутешительная. За все время в Чувашии зарегистрировано больше 44 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них случаев с летальным исходом 3568. С каждым днем это число только увеличивается. Сейчас, в период разгара пандемии, очень важно придерживаться масочного режима, однако соблюдают его далеко не многие. Вот мобильная группа движется к водителям междугороднего маршрута и тут же замечает нарушение. Начинается разъяснительная работа. Нарушение фиксируется актом, который вскоре будет направлен в суд. Нарушителям следует помнить, что по федеральному и региональному законодательству за отсутствие маски в общественных местах гражданам грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Для предпринимателей и должностных лиц это число может достигать до 50, а для организаций вплоть до 300 тысяч рублей. В любом случае важно помнить, что игнорирование рекомендаций врачей может стоить намного дороже, чем это может казаться, и ценой будет человеческая жизнь. Проведен совместный рейд с сотрудниками полиции, ОМВД по городу Канашу и Роспотребнадзором. В ходе данного рейда было выявлено 3 административных правонарушения за неношение масок. В отношении данных лиц были составлены материалы. Сегодня мобильная группа работает по профилактике коронавирусной инфекции и выполнение указа главы Чувашской республики номер 205 от 7 декабря 2021 года. Были проверены автотранспорт, торговые центры, магазины на ношение масок. Просьба: носите маски. Полина Андреева, Владислав Васильев, «Вести недели». В рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в Канаше проводятся срочные работы по рекультивации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов. Как же идут работы, вы увидите в нашем репортаже. Ответственность за выполнение порученных работ возложена на нового подрядчика ООО «Логистик Сити». Напомню, что предыдущий подрядчик, фирма «Ватпромстрой», заключивший контракт на 56 миллионов рублей, необходимое обязательство в оговоренные сроки выполнить не смог. По этой причине в целях скорейшего завершения работ из резервного фонда финансовых средств на рекультивацию свалки в Канаше дополнительно было выделено около 23,5 миллионов рублей. Канашской межрайонной прокуратурой на постоянной основе проводилось надзорные мероприятия по контролю за ходом работ по рекультивации свалки. Выезжая на место проведения работ, мы отмечали, что темпы данных работ отстают от графика. В связи с этим 6 августа этого года руководителю подрядной организации обществу с ограниченной ответственностью «Ватстрой» объявлено предостережение о недопустимости нарушения действующего федерального законодательства. Вместе с тем, данная организация срок выполнения работ нарушен. В связи с чем 24 ноября нами внесено представление об устранении выявленных нарушений руководителю данной организации. И в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него, а также в отношении юридического лица дела об административном правонарушении, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 Кодекса об административных правонарушениях. Работы у нас ускорены, работают круглосуточно, то есть тело полностью сформировано, опрессовано, то есть ложатся сейчас маты 3 слоя. Буквально 2-3 дня мы закончим с матами, щебнем, будет уже закрываться саркофаг, и приблизительно где-то 2 недели мы планируем, то есть, закончить этот объект. Сейчас на свалке укладывают щебень, геотекстиль, ведутся работы по укреплению склонов геоматами. И все в срочном порядке. Ведь до конца 2021 года все работы должны быть завершены. Полина Андреева, Владислав Васильев, «Вести недели». К службе готовы. В военном комиссариате города Канаш, Канашского и Янтиковского районов прошла торжественная церемония, посвященная проводам молодых людей на службу. 4 призывников вступили в ряды вооруженных сил России. 2 из них отправились в президентский полк комендатуры Московского Кремля. Было даже
На торжественном мероприятии в честь призывников заместитель главы по вопросам социальной политики, начальник отдела образования и молодежной политики Наталья Суркова выступила с напутственными словами. От лица администрации города Наталья Владиславовна выразила гордость за новобранцев и пожелала достойно представить Чувашию в президентском полку. Удостоиться такой чести суждено не каждому. Строгий отбор, особые требования. В президентский полк отправляются только лучшие из лучших. Я служил первый, получается, годишник, получается. Я встречался с полторашниками и провожал двухгодишников. Так что в наше время еще было распространено и служба на кухне, уборка территории. Сейчас это уже совершенно по-другому. Сейчас армия уже другая. За нее не буду ручаться, как там будет. Но я вам могу точно сказать, что президентский полк – это совершенно другая армия. Именно солдаты президентского полка охраняют первых лиц страны, несут почетный караул у Вечного огня, участвуют в проведении мероприятий на высшем государственном уровне. Сегодня мы отправляем 4 ребят, в том числе президентский полк, 2. Один из города Канаш, второй из Канашского района. Нам очень приятно, что наших ребят президентский полк, командование всегда отбирает. Ну и выступление и напутственные слова, конечно, родителей, заместителя главы администрации Суркова Натальи Владиславовны, выступление отслужившего нашего Рома Ахмедшина, конечно, очень приятно. Надеемся, все отслужат ребята, вернуться возмужавшимися, может быть, еще и заключить контракт, у нас уже есть опыт. Хотелось бы, пользуясь случаем, подполковника Крылову сказать, что с нами он постоянно на связи, то президентского полка календари. И вот в этом году мы получили вот такую хорошую книгу. Это очень история президентского полка, фотографии, описаниями. Очень-очень интересно. Гордость за своих детей в первую очередь испытывали родители и родственники новобранцев. Для них проводы стали по-настоящему волнительным мероприятием. Полина Андреева, Владислав Васильев, Сергей Чернов. Вести недели. Приближаются новогодние праздники. Для большинства людей это волшебное событие, ассоциирующееся с мишурой, гирляндами и, конечно, бенгальскими огнями. Однако для огнеборцев это напряженное время, ведь по статистике Новый год – самый пожароопасный праздник. Риск пожаров в этот период порой увеличивается вдвое. Так, по последним данным, на территории Чувашской республики зарегистрировано 1511 пожаров, которые унесли жизни 79 человек. Что может стать причиной возникновения пожаров и как встретить Новый год безопасно, чтобы оставить от праздника только хорошие воспоминания, рассказал заместитель начальника 15-й пожарно-спасательной части города Канаш Виктор Ломжев. Я хочу в преддверии новогодних праздников рассказать вам коротко о пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий в 2021-2022 годах. В случае, если вы устанавливаете елку, то ее необходимо установить на ровные и устойчивые основания, подальше от отопительных приборов, следить за тем, чтобы осыпавшаяся хвоя не собиралась рядом с елкой и немедленно ее убирать. В случае возникновения пожара она горит как порох. Не используйте несертифицированные гирлянды и не украшайте елку бумагой, ватой, игрушками, которые могут легко вспыхнуть. Детям не разрешайте играть возле елки в маскарадных костюмах из ваты, марли и бумаги. Ни в коем случае не разрешайте детям самостоятельно включать в сеть электроприборы. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы в сети. В случае возникновения пожара немедленно сообщите пожарную охрану по телефону 101-112. Приступите к тушению пожара самостоятельно, примите меры по эвакуации людей и выключите все электроприборы из сети при выходе из здания. Также хочу объявить о наборе кандидатов на поступление в высшее образовательное учреждение МЧС России в городе Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иваново. Всех еще раз с наступающими праздниками. Желаем счастья, здоровья, успехов в будущем году. На 14 декабря 2021 года на территории Чувашской республики зарегистрировано 1511 пожаров. На пожарах погибло 79 человек. Травмы различной степени тяжести на пожарах получили еще 72 человека. Обстановка с пожарами и их последствиями на территории города Канаш и Канашского района складывается следующим образом. С начала 2021 года произошло 112 пожаров. На пожарах погибло 6 человек. Травмы различной степени тяжести на пожарах получили еще 7 человек. Полина Андреева, Владислав Васильев. Вести недели. На этом наш выпуск подходит к концу. Всех благ вам и здоровья. До новых встреч.
Каждого клиента всегда рады видеть в магазине «Светофор». Большой ассортимент товаров, которые предлагают ведущие производители России и ближнего зарубежья. Это известные бренды, которые завоевали любовь и доверие покупателей. Тем более, что ассортимент постоянно обновляется. Магазин радует клиентов новинками, продуктами разных категорий. Уважаемые покупатели, магазин «Светофор» поздравляет вас с новогодними праздниками. Пусть наступающий год в каждую семью принесет благополучие и достаток, радость и гармонию, и еще больше любви. Купить в магазине «Светофор» можно канцелярские принадлежности, бытовую химию, консервы, чай, кофе, кондитерские изделия, посуду, хозтовары, питание для ваших питомцев и многое другое. «Светофор» нравится. Мне что не нравится. Выбор много тут. Можно выбрать, что хочешь. А цена вас устраивает? Цена тоже устраивает. Цены дешевые, товары доступные, в принципе, все, что необходимо, есть. И продукты, и бытовые, и небытовые. Большое разнообразие, низкие цены, постоянные скидки и акции в магазине «Светофор» ежедневно радуют своих покупателей. Выбор вас в магазине устроил? Устроил, да, хороший выбор. Все есть. Что хочешь. Не надо далеко ходить. Зашел, взял зубную пасту или бритву. «Светофор» может удовлетворить потребности любого клиента. Уважаемые покупатели, чтобы наше сотрудничество с вами стало еще выгоднее, мы на постоянной основе вам предлагаем акции на товары. Мы сотрудничаем напрямую с производителями, поэтому наши цены ниже рыночных на 20-30%. Приходите в «Светофор» за умными покупками. Экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Двери магазина открыты для вас по адресу город Канаш, улица Котовского, дом 4. Новогодний подарок 1 килограмм 199,90. Икра лососевая 140 грамм 184 рубля. Горбуша 1 килограмм 197,90. Свинина свежая 1 килограмм 179,90.